Ну, молодежи я могу сказать следующее. Я был приглашен на 5-летие такой общественной серьезной организации, как Ассамблея народов Евразии. И я с удовольствием и приятно отметил очень большую аудиторию молодежи. И вот эта тенденция последняя, она очень радует, потому что должна быть преемственность и связь поколения. И что будет соответствовать в значительной мере, в определенном смысле, национальной идеи России. Пожелания какие? Работать над собой и думать о том, каждый на своем месте, думать о том, как он может внести вклад в развитие своей страны. Все очень просто. Все очень просто. Вот, поэтому это и есть тоже практическое преломление национальной идеи России. Работать над собой, читать и вносить вклад в развитие своей страны. Все очень просто. Я хотела пожелать молодому поколению, чтобы обязательно они, именно умея доклад, цифровизация в образовании будет во второй половине. Обязательно вот именно сейчас вызовы времени, это цифровизация, это стабильность экономики, это экономическая интеграция, чтобы наше молодое поколение в ногу с этими вызовами времени шли и были передовыми в мыслях, в устремлении ввысь, высотам науки. Вот в этом плане я пожелала бы. Я как экономист, вот ученым-экономистом молодым, я бы не рекомендовал увлекаться экономиксами и вот этими новомодными западными теориями, потому что я еще учился молодым был, и нам говорили, студентам, что это вульгарная экономическая теория, так называемая. И когда я стал ее изучать сам уже в условиях вот демократической России, я сам убедился, что это действительно вульгарная теория, очень неглубокая, она эмпирически совпадает с западной реальностью более-менее, да, но она не распространима на незападную реальность. Ученые-экономисты, перед ними, российские ученые-экономисты молодые, перед ними огромная миссия выработать теорию, которая бы объясняла нашу реальность и показывала, как нам развиваться. Это огромная задача, она очень сложная, но она достойна, чем просто вот про спрос и предложение там бесконечно говорить и повторять одно и то же. Я, например, сам исповедую такое направление, которое мы назвали в Петербурге неомарксистский синтез. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть маржинализм, западная теория, да, и есть наш традиционный марксизм. Обе теории недостаточны, обе теории имеют свои белые пятна, свои недоработки, как и любая нормальная научная теория. Как в этой ситуации поступает нормальный молодой ученый? Вот он ознакомился с марксизмом, увидел его недостатки, недоработанности. Он познакомился с маржинализмом, увидел его недостатки, недоработанности. Шаг вперед — объединение этих двух направлений, синтез. Но синтез не на маржиналистской основе, потому что маржиналистская основа, она методологически очень слабая. Там нет именно вот этой теоретической методологии, на базе которой можно синтезировать. А в марксизме есть. И поэтому на базе методологии марксизма можно было бы создать новую вот эту вот теорию, гораздо более развитую, и которая объясняла бы не только западную реальность, а объясняла бы любую реальность, в том числе и вот нашу российскую реальность. Для молодежи пожелание у меня следующее. Связано это с тем, что действительно геополитическая, геоэкономическая ситуация стремительно меняется. Поэтому я бы хотел пожелать обратить внимание нашей молодежи на изучение тех дисциплин, той языковой подготовки, которая необходима нам с точки зрения оживления наших торгово-экономических и не только этих контактов с теми странами, о которых я сказал выше. Маленький пример. Я говорил своим студентам, и говорил несколько раз, как-то они до Европы ближе. В свое время, это где-то, по-моему, еще лет 15 назад, здесь в Норвегии была принята государственная программа по изучению китайского языка. Так вот я рекомендую всем студентам российским обратить внимание на изучение китайского языка. Это очень актуально. Это сложно, но это будет актуально. Или, например, изучение деловых взаимоотношений с Китаем. Потому что деловые взаимоотношения с Китаем – это не деловые взаимоотношения с западноевропейскими партнерами, они несколько другие. Точнее, не совсем даже другие. Вот это тоже надо изучать. Если вы хотите успешно строить свою карьеру или свой бизнес с точки зрения тех перспектив, которые будут и у Российской Федерации в целом, и у Республики Татарстан. Но Республика Татарстан – это дополнительное мое пожелание. Надо изучать не только китайский язык, я уже сказал выше. Изучать, например, надо
тем более языковая группа, в общем, не совсем, но близко, это надо изучать турецкий язык. Потому что Турция в новой геополитической ситуации становится, я уже сказал, основным логистическим хабом между Россией и, например, странами южного региона, начиная от Индии и так далее. Я занимаюсь много лет проблемами занятости молодежи в том числе и всячески способствуем их карьерному становлению, да, профориентацией занимаемся. Поэтому, мне кажется, очень важна роль здесь наставника, роль преподавателя, роль того, кто их вообще введет в мир профессии, да, и научит их ориентироваться в этом огромном, неопределенном, неустойчивом мире профессии, да, с введением цифровизации, с введением новых технологий. Да. И вот эти вот все преобразования, которые происходят, это, конечно же, оказывает очень существенную значимость, в том числе на самоопределение молодежи. И вот, на мой взгляд, необходима, конечно, поддержка молодым, да, чтобы они как-то нашли себя. Рынок труда меняется, и, конечно же, учитывая предпочтения молодежи вообще в целом, мы понимаем, что они уходят в удаленку, да, в дистант. Они во многих вопросах более компетентны, чем мы, взрослые. И вот в своей даже профессиональной деятельности как педагог, да, я столкнулась с тем, что многие вопросы нам помогают решать студенты, потому что они больше разбираются в различных маркетинговых технологиях, в таргетинге, да,